Но самое печальное это то, что царское самодержавие не удовлетворилось завоеванием Кавказа, а решилось на осуществление еще более преступного плана – изгнания сотен тысяч людей, в подавляющем большинстве черкесов, с родной земли. Этот акт вандализма поставил на грань полного физического уничтожения самый многочисленный по тем временам из народов Кавказа адыгов. С точки зрения политико-правовой оценки деяния царизма против черкесского народа можно квалифицировать только как акт геноцида, который в международно-правовой системе характеризуется как одно из тех тяжких преступлений против мира и человечества. В нашем Отечестве, а также в черкесской диаспоре, немало людей ждало, чтобы Россия на официальном уровне признала эту темную страницу в истории взаимоотношений и с северокавказскими народами. Сегодняшняя демократическая Россия в лице президента Бориса Николаевича Ельцина обратилась к народам Кавказа в связи со 130-летием окончания Кавказской войны. В обращении президент выражает соболезнования и скорбь со всеми кавказцами и соотечественниками, живущими по всему миру. Нам нужно, чтобы на федеральном уровне и через соответствующие международные организации добиться на межгосударственном уровне понимания и решения вопроса репатриации наших соотечественников. Составной частью этой проблемы, на наш взгляд, является проблема двойного гражданства. Разобщенность адыгов слишком часто облегчала задачам его противникам. Поэтому, если мы хотим избавиться, наконец, от последствий страшного геноцида, если мы хотим добиться подлинного этнического и культурного возрождения, мы должны быть едины. 21 мая не только день национальной скорби по невинным жертвам кровавой войны, но и день, когда мы, оглядываясь на пройденный исторический путь, можем и должны заявить: никто не забыт и ничто не забыто. Жизнь продолжается, в ней есть достойное место и для адыгского народа.